выселение народа, оно сопровождалось длительной подготовительной работой. Кто мог выступить против вооруженных солдат, которые утром вламываются в дома мирных жителей? То, что произошло в 1944 году, да, это не одноразовое действие. Его последствия мы ощущаем по сегодняшний день. И по сей день мы доказываем, какие мы хорошие, какие мы трудолюбивые, какие мы мирные и тому подобное. Вот это чувство, какое оно будет присутствовать, в народе будет чувство вины. Я думаю, что это неправильно. Вот это один из негативов, который отражается сегодня в нашей повседневной жизни. Но реабилитироваться должен не крымско-татарский народ. Реабилитироваться должно государство. Пусть оправдываются те, которые, да, привели нас в это положение. Они должны оправдаться. Ассаляму алейкум. 18 мая 1944 года – большая коллективная травма для нас. Наш народ живет с этой травмой уже десятки и десятки лет. Но мне кажется, что мы до конца так и не переосмыслили политический и исторический аспект данного события. Не осознали и не проговорили тех печальных последствий, как открытых, так и неявных, которые мешают нашему развитию. Прежде чем начать нашу беседу, я хотел бы представить сегодняшних наших гостей. Это Энвер Ага Сейтмеметов, активист крымско-татарского народа, в прошлом учитель истории, и Шукри Ага Ситумеров, бывший старший сотрудник Бахчисарайского музея. Шукри Ага, первый вопрос я хотел бы адресовать вам. Скажите, как так получилось, что советская власть пошла на этот шаг, на депортацию целого народа, и как так сложилось, что никто этому не препятствовал? Ну, прежде чем говорить о самой этой депортации 1944 года, скорее всего, нужно немного глянуть вглубь, так как самой депортации предшествовали еще ряд других событий, начиная с 1783 года. Депортация – это фактически осуществленная советской властью, это как бы завершающее действие в цепи той политики, которую в свое время начала еще царская Россия. То есть противостояние Крымского ханства и российского государства на протяжении нескольких веков, которое окончилось тем, что Крымское ханство было аннексировано, оно породило в российском государстве у государственных деятелей, у людей, которые формировали политику относительно Крыма и крымско-татарского народа, у них сформировался определенный взгляд относительно как государства, так и носителей этой государственности, крымско-татар, точка зрения, что этот народ является нежелательным для проживания на территории Крыма и причерноморских степей. Об этом коротко и ясно в свое время сказал известный крымско-татарский деятель общественный Амет Азимбашлы. Я хотел бы несколько слов из его статьи прочитать. Очищение вновь завоеванного края от чуждого элемента татар могло соответствовать видам правительства, увлеченных знаменитым в ту пору греческим проектом. То есть, обратите внимание, очищение вновь завоеванного края. Очищение от кого? От населения. В то время преимущественно в Крымском ханстве проживали представители мусульманской части. То есть, поэтому освобождение этой территории, оно имеет исторические корни. И в 1944 году советское государство эту идею, этот план, основа которого была заложена еще за несколько столетий до этого, оно просто практически этот вопрос закрыло, выселив в одночасье не только крымских татар, но даже представителей тех диаспор, которые проживали здесь под
как бы благовидным таким, скажем, предлогом о том, что они помогали оккупационной немецкой власти в их деятельности на территории полуострова. Поэтому, если говорить о корнях, то корни уходят далеко. Советская власть это фактически как бы завершила, можно сказать. Части, почему никто не оказал сопротивления этому, если мы будем говорить о крымских татарах, либо, скажем, о представителях тех диаспор, которые были высланы, то нужно обратить внимание на тот факт, что фактически мужское население, оно было призвано в армию. Во-вторых, сама операция проводилась с привлечением войск, которые были завезены сюда, и с учетом того опыта, который советская власть получила, выселяя народы Северного Кавказа. То есть, наводнив полуостров войсками, оно таким образом предприняло определенные практические шаги к тому, чтобы предполагаемое с их точки зрения сопротивление, оно было подавлено на корню. С другой стороны же, если вопрос стоит так, что почему мировое сообщество на это не отреагировало, ну, в данном случае вопрос, наверное, это уже представителям тех государств, руководители которых через год участвовали в Ялтинской конференции. Это надо адресовать к ним и спросить у них, какова была, скажем, реакция президентов и премьер-министров Великобритании и Соединенных Штатов Америки относительно того, что за год до этой конференции из Крыма был выслан целый народ. Чок сау за ответ, шукрияга. Возможно, у вас есть пару мыслей, которые вы хотели бы добавить по данному вопросу? Я бы хотел по вопросу «никто не препятствовал». Во-первых, никто не мог препятствовать из числа крымстатар, потому что накануне выселения, за 2 недели вперед, мужское население, которое могло носить оружие, скажем, которых можно было использовать, их всех забрали, и для них были созданы специальные лагеря, где их готовили якобы к фронту. Но перед депортацией, перед выселением женщин, детей, стариков, молодежи, которые не призывного возраста, инвалидов, значит, этих мужчин всех изолировали. Ну, представьте себе, всех перед строем построили, всех мужчин, и татары шаг вперед. Татар забирают, и впоследствии они оказываются в трудовых лагерях или на лесоповалах, на шахтах работают. А кто мог выступить против вооруженных солдат, которые утром вламываются в дома мирных жителей, пугают и начинают выселение? Второй момент такой. Мировая общественность в это время была занята в основном своими проблемами, потому что шла большая война, мировая война шла. Поэтому до крымстатар или до чеченцев, ингушей никому дела не было в это время. К тому же их хладнокровное такое равнодушное отношение проявилось в феврале месяце 1945 году, когда 3 кита, Сталин, Черчилль и Рузвельт встретились. Вот, они не подняли этот вопрос. Хотя прекрасно знали, что в Крыму в это время уже не было крымских татар, которых выселили за пределы Крыма. Что я хочу здесь еще сказать, что есть еще и такие отдельные моменты, когда те, которые жили рядом с крымскими татарами, в соседнем селе, например, представители не крымско-татарского населения, вот, с попустительством властей, когда наши бабушки, это касается села моего отца, где родился мой отец, Рамит Осмджан, все они, и по рассказам ее сестер, Алавармыз Айткан на горе, на их глазах с гармошками веселые местные жители, которые тоже жили под оккупантами, как и крымские татары, вот, шли растаскивать имущество крымских татар. К сожалению, сейчас живых их никто все уже на том свете, скажем, Рамитлерепса. Но мы на Алавармыз Айткан, живые свидетели видели, как они, значит, заходили. Это специально делалось властями, чтобы еще больнее ударить по крымским татарам,
уже руками же тех соседей. К сожалению, вот такой момент я бы хотел добавить. Каким образом формировалась мысль о угрозе со стороны крымских татар и вообще какие политические инструменты для этого могли бы быть использованы и использовались на практике? Ну, опять же, прежде чем говорить о сегодняшнем дне, то есть о событиях 1944 года, правильно, наверное, будет обратить взор на прошлое, так как выселение народа, оно сопровождалось длительной подготовительной работой. И эту работу в свое время начала еще царская Россия, которая распространила свое влияние на Крымский полуостров. То, что вот сейчас рассказал брат относительно того, как жители соседнего села на глазах у тех, которые готовились к депортации, проезжали на телегах, радостные, под гармошку, веселые, чтобы на их глазах, как говорится, растащить, грубо говоря, их имущество. Это есть следствие той политики, которую государство царское, а в последующем уже и после выселения крымских-татар, эту же политику продолжило и советское государство. Ну, например, опять же, чтобы не быть голословным, обратим внимание, скажем, на то, что писали современники того времени. Например, печально известный один автор, имя которого я не хочу называть, честно говоря, в 1951 году издав четырехтомник, посвященный истории Крыма, он на одной из страниц пишет: «Только русские имели неоспоримые исторические права на Крым». То есть это 1951 год, всего лишь прошло 6 лет, как крымские-татары оказались за пределами Крыма, а книга, написанная коммунистом, да, она уже распространяет мысль, которая изначально, да, она зародилась еще за несколько столетий до того, как Россия смогла покорить Крымское ханство. Все эти чужеземные пришельцы, то есть крымские татары, являлись в Крым в качестве временных завоевателей, захватчиков чужой земли. Опять же, это как бы опус 70-летней давности, но он в себе содержит мысль, или он, вернее, выражает ту мысль, которая задолго до автора этого, она уже была как бы поднята и распространялась, культивировалась в государстве российском, а в последующем она просто оформилась уже в этой книге для будущих поселенцев нового, так называемого, русского Крыма. Говоря о прошлом, смотрите, сама мысль эта формировалась еще с помощью определенных, вернее, для формирования о вредности крымских татар используются ресурсы даже интеллигенции. Опять же, я не хочу упоминать имя этого человека, потому что на сегодняшний день имя этого человека часто упоминается как человека, помогшего в свое время Исмаилу Гаспринскому издавать газету «Терджиман». Но обратная сторона Луны выражается в том, что этот человек, он в свое время издал небольшую работу, где я вот выписал специально некоторые моменты из этого. Одно из главных мест бесспорно занимает вопрос об обрусении татар с привитием им русских нравов и порядков, о привитии любви, сознательно идущей из глубины сердца. То есть это то, что написано было в середине XIX века. Либо другая работа, уже другого автора. С целью устранения вредного для татар солдат влияния, их единоверцев. Обратите внимание, с целью устранения вредного для татар солдат. То есть изначально закладывается уже негатив относительно крымских татар. Далее.
Россия встретила при покорении Крыма обособленные порядки, узаконенные изданными в разное время законоположениями. Это из части, где рекомендуется в учебный процесс мусульманских медресе и школ внедрить курсы, которые могли бы максимально привить мусульманам, крымским татарам те мысли и любовь к государству, которое в свое время покорило их. То есть, отвечая на ваш вопрос, что советская власть, она всего лишь унаследовала ту политику, которую начали еще в царское время. И она опять же ее закончила в 1944 году с выселением народа, но не закончила ее, продолжая методически в течение десятилетий обрабатывать то население, которое было завезено в Крым. Посредством вот таких вот работ, которые писали подручные, будем говорить, историки, преподносившие крымско-татарское население как вредное, как население, которое, предки которых являлись занимавшись только лишь грабительскими походами, рабовладением, и при этом проявлявших ленность, были ленивыми в производстве. То есть, обобщая, то, что произошло в 1944 году, опять же, имеет свои корни в далеком прошлом. Но советская власть это прошлое использовала и постаралась эту политику продолжить, и она продолжалась вплоть до начала массового возвращения крымских-татар в конце 80-х и начала 90-х годов 20-го столетия. Вопрос еще в том, что формирование в людях определенного взгляда на крымских татар, да, оно имело одну из таких, скажем, прерогатив. И последствия этого мы видим сегодня. Буквально вот месяц тому назад, наверное, мы стали свидетелями того, как молодую крымско-татарскую девушку коллективно били и при этом засняли. Либо видим, как преподаватели, которые должны нести детям правдивую информацию, воспитывать в детях объективный взгляд на историю, даже если это прошлое и тебе это неприятно, да? Но при этом они в присутствии, скажем, коллектива школьников оскорбляют. То есть продолжение той политики или ее, скажем, проявление на сегодняшний день, да, они заметны. Поэтому то, что произошло в 1944 году, да, это не одноразовое действие. Его последствия мы ощущаем по сегодняшний день. Я как раз хотел бы заострить внимание на этом моменте и задать вопрос Энвер ага о том, какие последствия имела депортация 1944 года или имеет по сегодняшний день для нашего народа. В результате, естественно, выселения, в первую очередь, если взять выселение физическое, результат физического воздействия, это в местах ссылки, когда мужчины воевали на фронте, работали в трудовых лагерях, погибло 46%. По крайней мере, это данные по результаты, скажем, национального движения. Результаты. 46% умерли в местах ссылки от непосильного труда, жары, болезней, голода и так далее. От издевательств. И интересно, что дети умирали, малолетние подростки умирали, и старшее поколение, наши деды, практически прадеды. Мой прадед, например, умер в первый год уже, 44 по 46 год они умирали от малярии, от тифа и так далее. То есть физическая численность нашего народа, она намного сократилась, почти половина народа. А если взять, например, другую сторону, то в народе, который оказался морально подавленным, скажем, да, и которого везли в вагонах, скотских вагонах, издеваясь в пути, вот, специально давали соленую рыбу, которую наша бабушка Рамит Осмджи, она через окно выкидывала.
потому что после соленой рыбы, этой селедки, пить хочется. А поезд не всегда останавливался и не везде останавливался. Трупы выкидывали. Ну, это вот такая жуткая картина, конечно, она много раз описана уже, рассказана. И в нашем народе вот это чувство подавленности еще было в том, что когда они слезали с вагонов, их ждали как людей, которые с одним глазом на лбу, что они рогатые, что они едят людей. Ну, не только в отношении нашего народа, но даже в отношении многих чеченцев, ингушей, карачаевцев. Это вот пропаганда она была. Поэтому представьте себе, когда пришли предатели, как их там приехали предатели, встречало местное население. Естественно, они были все настроены негативно. Вот. И в народе в течение определенного времени, в местах ссылки, в частности, и в результате того, что он постоянно подвергался вот такому моральному воздействию, унижению, выработался определенный иммунитет защиты, скажем, когда он начинает говорить, что он невиновен, он начинает доказывать, что его отцы, братья тоже воевали на фронте, сколько у них там героев. Вот это чувство оправдания. То есть оправдывается виноватый обычно. И вот это чувство вины какое-то, оно сложилось вот в нашем народе. И по сей день мы доказываем, какие мы хорошие, какие мы трудолюбивые, какие мы мирные и тому подобное. Сколько у нас героев, сколько у нас ученых. Вот это чувство, пока оно будет присутствовать, в народе будет чувство вины. Это говорит о том, что чувство вины постоянно. Вот. Я думаю, что это неправильно. Вот это один из негативов, который отражается сегодня в нашей повседневной жизни. Ну, если здесь позволить нам добавить, то вот это чувство вины, которое в течение последних вот этих 70 с лишним лет, да, оно как бы очень четко проявляется, с моей точки зрения. Мы выросли в условиях, скажем, советского строя. И тогда патриотическое, скажем, воспитание, оно было, конечно, на высоком уровне. То есть формировали так называемого советского человека. И приходилось слышать разговоры старшего поколения, особенно тех, которые участвовали в войне. То ли на фронте, то ли были партизанами. И вот тогда уже закладывалась вот эта вот мысль, она закладывалась, видать, неосознанно для народа, что государство поступило с нами несправедливо, что государство все-таки рассмотрит этот еще раз вопрос и нас как бы оправдает, или, как нынче можно говорить, реабилитирует. Да? То есть вот эта мысль, она из поколения в поколение, уже 3 поколения уже прошло, которые родились после печальных этих событий. Но сама мысль о том, что мы не предатели, что у нас энное количество героев, мы это видим сегодня даже, да? Я не осуждаю это в том, что люди пытаются найти, скажем, там, количество героев, сколько у нас было генералов, полковников и так далее. Да? Но в общем это указывает на то, что мы как бы себя ощущаем немного ущербно. Мы постоянно должны доказывать, что мы хорошие, а не плохие, как нас пытаются представить. Вот это и есть, в моем понимании, продолжение той самой политики, которая была заложена несколько столетий тому назад. То есть нас постоянно пытались представить в негативном свете. Вот. Опять же, чтобы не быть голословным, хотелось бы как бы озвучить такую мысль. Глава в книге «Борьба русского народа против турок и крымских татар». Человек, который прочитает только название этой главы, у него сразу же возникает перед глазами образ. Русский народ и крымские татары. Значит, это враги. Второе. Крымские татары, привыкшие жить за счет барышей, получаемых от грабительских набегов, сами лично мало и неохотно занимались производственным трудом. Опять же, будь то ребенок, будь то школьник, студент, либо взрослый, прочитав такие строки, у него сразу же возникает негатив. Да это, оказывается, тунеядцы, лентяи, грабители. Да? А в практической жизни, когда он видит крымского татарина, перед ним образ человека, который не заслуживает уважения.
А у крымского татарина, естественно, возникает желание показать, что нет, я не такой. И вот здесь примечательный один такой, в моем понимании, факт. 1944 год из города Бахчисарая выселяют, в том числе одну из крымско-татарских семей. Человек до войны в одной из мечетей вел службу. Оказались они в Самаркандской области, рядом с населенным пунктом Ургут. Это рассказывает сын этого человека. Ему сегодня за 90 лет, он живет в Бахчисарае. И вот как-то в беседе с ним он рассказал такой примечательный случай. Когда ехали, говорит, и вернее, когда приехали к месту назначения, где должны были их распределить по колхозам, вдоль арыка, то есть канавы, где течет вода, стоит толпа местных жителей, узбеки, таджики и так далее. И все они насторожены. Отец этого человека вышел, подошел к этому арыку и стал брать абдес. И буквально через некоторое мгновение из толпы местных жителей узбеков выходит тоже пожилой человек и подходит к нему. И они о чем-то между собой говорят. К сожалению, Верагак, тот, который нам об этом рассказал, я, говорит, не помню, о чем они говорили, но потом узбек разворачивается, подходит с вами и говорит, это мусульмане. И вот, говорит, то напряжение, которое было у узбекских, у представителей местного населения относительно нашего народа, она, говорит, тут же, говорит, спала. Смотрите, мы живем здесь, как говорится, с 80-х годов уже 30 лет. Да? Но при этом за 30 лет отношение к нам, да, у тех, кто, как говорится, проживает рядом с нами, ну, вроде бы оно так кардинально не изменилось, как изменилось у тех узбеков и таджиков, которые только лишь увидели человека, берущего один из обрядов омовения, они сразу сказали, да это, кажется, свои люди. И то, что нам о них рассказывали, да, вот это вот мифы, они сразу же как бы отошли в сторону. То есть это к тому, что формирование, да, негативного отношения к нам, к сожалению, оно проявляется и на сегодняшний день. Поэтому говорить о том, что это все осталось в прошлом, нельзя. И подтверждением этому является то, что на сегодняшний день крымские татары опять же находятся в положении как бы защиты, оправдаться, что мы не такие. Известно, что только в 2015 году Украина признала депортацию крымских татар геноцидом в отношении народа. В 2019 году с такими же заявлениями выступили Литва и Латвия. Скажите, пожалуйста, какие события должны произойти или что должно случиться для того, чтобы мы говорили о полной реабилитации крымских татар? Не о той фейковой, которая сегодня только на бумаге, а о той, которая действительно восстановит наши права на нашей исторической родине. Ну, во-первых, то, что это на бумаге только, это всем уже ясно, все чувствуют это. Но реабилитироваться должен не крымско-татарский народ. Реабилитироваться должно государство. Потому что государство признало этих людей предателями, ограбило, опозорило, выслало, обрекла на лишение. Государство потом через 40 лет заявило, что это была ошибкой. Значит, виновато государство. Государство таким образом должно оно само реабилитироваться. Для того, чтобы оно реабилитировалось, есть пример Германии. Германия признала Холокост, признала свою вину. Мало того, что она признала, она еще покаялась. Пока не будет покаяния, а кто будет каяться, это вопрос. Многие умерли, но есть их последователи, преемники, которые считают себя преемниками того государства, которое совершило геноцид в отношении нашего народа, народов Кавказа. Поэтому пока нет покаяния, пока нет признания того, что это было преступление, геноцид в отношении народов, отдельных народов, говорить о реабилитации. Как можно говорить, что эти акты, они на бумаге на самом деле, но слава Аллаху, хоть они были сказаны вот, на бумаге, но в действии этого мы не видим.
И люди, крымско-татары, должны идти в очередь становиться, потом несколько раз утром рано приходить, между собой ссориться за эту очередь, проходить унизительную процедуру, доказывать, что они репрессированные, то есть считаются уже реабилитированными. И никто не получил родительских домов. А насколько я знаю, порядка 80 тысяч домов крымские татары оставили здесь государству, которое потом раздало новым переселенцам. И не говоря о моральном уже, но материальный ущерб был большой. И когда мы возвращались в Крым, крымские татары после всех этих событий 1989 года, когда эти законы были приняты о репрессированных народах, они как бы обошли нас, потому что в 1991 году СССР развалился. И нас никто здесь не встречал с раскрытыми объятиями. Наоборот, постоянно мы слышали издевки всякие, приходилось и кулаком доказывать свою правоту, что ты вернулся на родину, на землю предков. И обживаться приходилось очень тяжело. И прописывали работу. Работа есть, прописки нет, прописка есть, работа. То есть все вот так было круговорот в футболе наш. И это не один год было. Поэтому какая реабилитация? Какая реабилитация? Покаяния нет. Наказание тех, которые совершили это преступление против отдельных целых народов, нет. Да, многие уже на том свете. Но в любом случае государство должно озвучить, кто виноват в этом. Сталин один. Один приезжий турист говорит: вас выселяли не мы, выселял Сталин. А кто был Сталин? Он каким государством управлял? Глава какого государства? Вождь кого был? Советских народов, вождь народов. Каким государством он управлял? Сталин. На Берию сваливать, на Сталина сваливать – это одно. А кто исполнял? Кто издавал законы? Почему это не озвучить? Даже те рядовые, которые потом оказались здесь в Крыму, жили, те же вертухаи, те же НКВДшники, КГБшники, партноменклатура, которая жила в Крыму, не пуская на южный берег крымских татар, когда они стали возвращаться. Всячески препоны ставила. Поэтому о какой реабилитации разговор идет? Если реабилитация, то она должна быть полной политической реабилитацией, которая впоследствии там возвращение топонимики, компенсация нашему народу того, что у него изъяли, а не те какие-то там копейки, которые дают сегодня. Я, например, как сын спецпереселенца или, скажем, репатриированного, я, например, не иду и не получаю эти 500 рублей. Унизительно это, потому что и не таких, как я, много. Поэтому реабилитация – это все сегодня то, что говорят, и то, что приняли эти законы, они на бумаге. Реабилитироваться должно, в первую очередь, само государство. Оно должно покаяться, оно должно наказать тех, которые это сделали, потому что безнаказанность ведет к беззаконию опять, к повторению зла, того, что происходит. То есть реабилитация, в моем понимании, это сложные политические процессы, которые за собой влекут серьезные изменения в обществе, серьезные изменения в отношении тех людей, которые подверглись незаконным репрессиям. Да? То есть хотел бы немного поговорить об этом, да? То есть что государство в практике должно сделать для того, чтобы, скажем так, эту реабилитацию можно было считать действительной. Вот проблема, скажем, которую затронул брат, это касается топонимики. Сколько уже об этом написано? И говорят, это тяжело, это материально затратно и так далее. Но возникает встречный вопрос. А что, в 1945 году, после разрухи, было легко 1000 с лишним населенных пунктов Крыма взять и росчерком пера, как говорится, переименовать? Получилось же. Но если сегодняшние руководители не знают путь, как это сделать, пусть обратятся тогда к опыту 40-х годов и точно так же восстановят эту топонимику. Зачем городить пустые слова там, где уже у вас есть опыт, и он находится в ваших руках? Верните это. Да? То есть это будет практический путь к реабилитации государства перед народом. А так мы в общих словах призывы к тому, чтобы мы реабилитировались, но мне это непонятно. Моего дедушку расстреляли, да? При этом в 90-м году какой-то орган принял решение
о том, что он подпадает под действие такого-то закона, и он не виновен. Но нашей матери, живой дочери этого человека, никто домой не привез документы и не сказал: бабушка, вашего отца незаконно репрессировали, уничтожили, да? Вот вам от государства бумага, подтверждает, что он был не виноват. Да? И мы от имени государства приносим свои извинения вам. Даже если вот это было сделано, то я думаю, что это встретило бы положительный какой-то отклик со стороны народа. А так, бегать за какие-то пресловутые 500 рублей, которые дают, и ты еще доказываешь, что ты был выслан. Как будто бы архивные документы, подтверждающие, что я находился там, что меня отсюда выслали, например, да, я еще должен это пойти простоять в очереди, принести, показать, и после этого они соизволят выделить эти 500 рублей, пусть будет даже если это ежемесячно или в течение года, не имеет значения. Но это стыд. Что сказали бы наши предки, увидев вот такое отношение к их потомкам? По этому вопросу я хочу добавить несколько слов. Но первое, я бы хотел, что когда говорила, что есть пример Германии, которая покаялась и выплачивает сегодня компенсации еврейскому народу. Кроме того, был Нюрнбергский процесс в 1946 году, когда все те, кто виновны были в этом геноциде, в Холокосте, они были наказаны, получили длительные сроки, кто-то был приговорен к смертной казни. Это вот пример. Вот. Еще хотел бы, конечно, дополнить то, что наши старики, которые жили в Узбекистане, многие, которые там уже рахметли стали, умерли, а некоторые вернулись сюда, так и не увидели этой реабилитации, настоящей реабилитации. Они говорили, государство ждет, когда мы умрем, чтобы потом это все закрыть. То есть потом уже вы, говорит, последующее поколение, вы уже не сможете требовать. На самом деле так. До определенного возраста я, например, вхожу в ту категорию, которые считаются детьми репрессированных. А вот уже следующее поколение, которое родилось даже в Узбекистане и которые родились здесь, они уже не подпадают под реабилитацию эту. То есть, на правах реабилитированных они не могут пользоваться ничем. Вот. Это все, конечно, прискорбно. И если государство хочет на самом деле исправить положение, вот. В Крыму сегодня существует памятник Сталину, тому, который был, культ личности которого был осужден еще, культе личности всю вину свалили на него, на его ближайших соратников. Сегодня он как бы оправдан, и в России, и здесь, вот в частности в Крыму, специально поставили памятник ему, воздвигли памятник. Это еще один, скажем так, удар нашему народу. Это неуважение к нам. Это неуважение к нашему народу. В советское время, с приходом советской власти, памятники тем, которые совершали, скажем, геноцид в царское время, эти памятники все убрали. Восстановили здесь вот памятник Екатерине. Теперь уже устанавливают в других местах Крыма, в частности, в районе Карасу-Базара Суворова поставили, который повинен в смерти более чем 30 тысяч крымских татар. Вот. Когда российские войска вошли в Крым, подавление, скажем, того недовольства крымских мусульман, крымских татар. Ласи установили памятник. Но завтра еще кому установить, неизвестно. В современном нашем обществе в Крыму сформировалась такая мысль о том, что современные преследования крымских татар и мусульман – это прямые, четкие параллели с прошлым. Хотелось бы поговорить немного об этом, узнать ваши мысли по этому поводу. И думаете ли вы так же, может быть, у вас есть какой-то взгляд на эти события? Ну, судя по тому, как вы смотрите на меня, вопрос, наверное, ко мне адресован. Ну, я думаю, что эти параллели, они имеют свое место, что это не выдумки. Политика выживания коренного населения из Крыма, она периодически меняла как бы свои
свой вид. Да? Если в конце XVIII века распространялись мысли о том, что крымских татар будут выселять во внутренние губернии России, что и делалось. Да? Смена государственного строя, неприятие новых законов толкнуло определенную часть населения покинуть Крым. В последующем обвинение в предательстве во время Восточной войны 1853-56 годов, когда государство обвинило крымских татар в прямом предательстве. И это тоже толкнуло народ на оставление обжитых мест, и сотни тысяч людей вынуждены были покинуть и переселиться в границы Османского государства. Этот процесс, правда, не заканчивался в конце 19-го, начале 20 века, и вплоть, можно говорить, до 1944 года. В том или ином виде. То есть люди покидали. Почему 1944 год? То есть это крайняя точка. Те люди, которые имели турецкое гражданство, они еще в 20-30-е годы вынуждались государством покинуть Крым. Иначе им грозило, как говорится, преследование и отсидка в тюрьме, что и происходило. А 40-е годы, время войны, оно как бы в народе сформировало, или вернее утвердило мысль, что те, которые по воле случая оказались на оккупированной территории, могут быть преследованы, и определенная часть народа опять вынуждена была покинуть территорию Крымского полуострова. Сегодня ситуация практически идентична этому. То есть известное событие 2014 года, оно вынудили довольно-таки значительно для нашего на сегодняшний день малочисленного в Крыму населения, крымско-татарского народа, вынудило их забраться и покинуть Крым, потому что угроза притеснения и насильственного вытеснения из Крыма, она перед ними реально как бы обозначилась. Что мы видим на сегодняшний день? Есть люди, которым дали возможность выйти за пределы административной границы, но при этом их назад не пустили и обвинили в том, что они являются экстремистами и так далее. И по сей день въезд, скажем, на территорию Крыма им закрыт. Да, это факт. Поэтому эта политика, она имеет свое продолжение в Крыму, но при этом притеснение, если в прошлом это выражалось в том, что крымские татары обвинялись в массовом предательстве, и их в 1944 году выслали, да, то на сегодняшний день определенная часть нашего населения, а считайте, в общем, это ярлык, который навешивается на весь народ. Почему? 20-30-е годы это были кулаки, подкулачники, богатые люди, муллы, имамы, тех, которых раскулачивали и отправляли в лагеря, расстреливали. В 1944 году обвинение переросло уже в массовое предательство, предатели. Народ собрали и отправили. Проживая в местах ссылки, мы, которые не были никаким образом связаны с событием 40-х годов, мы стали детьми предателей. И мы это в школе видели. Да? Мы не могли поступить на работу в учебные заведения, да, которые считались престижными. Для нас дорога была закрыта. Да, государственные органы об этом явно не говорили, но мне самому пришлось пройти через кабинеты, и зайдя в кабинет одного очень ответственного человека областного масштаба, я сказал, я хочу работать вот в этой области. Первый вопрос. Ваши родители были высланы в 1944 году? Да. Вам, как детям высланных, работать в этой сфере нельзя. Вышли в коридор, на встречу попалась крымская татарка, родители которых были высланы в 20-х годах. И когда она узнала, по какому поводу я пришел, она мне конкретно сказала, не пытайтесь. На мой встречный вопрос, а вы как устроились? А нас, говорит, выслали, говорит, в 20-х годах. Смотрите, тех, которые назвали врагами в 20-х годах, они уже как бы были оправданы перед государством, им была возможность работать. А тем, которые были высланы в 1944 году, их дети, они с этим ярлыком ходили до 80-х годов. Конец 80-х годов, народ поднимается, возвращается, и мы в Средней Азии читаем в газетах, в том числе в центральной прессе, экстремисты.
То есть мы, желающие вернуться, привести своих родителей старых в те дома, в которых они когда-то родились, в те места, где они провели свое детство, мы стали экстремистами. Первое поколение, значит, враги народа. Второе поколение – предатели. Третье поколение – экстремисты. А на сегодняшний день и экстремисты, и террористы. То есть наши дети уже, да, они несут уже ярлык на себе террористов. То есть те, которые хотят якобы свергнуть государственный строй. Те, которые готовят какие-то террористические акты. Хотя судебные дела, которые сегодня проходят в Крыму, они свидетельствуют о том, что явных признаков, да, которые говорили бы о том, что эти люди, которых сегодня приговаривают к длительным срокам, они готовили какой-то теракт, нету. И власть, и, вернее, правоохранительные или, скажем, спецслужбы это признают, что да, факта нету. Но ссылка на что? Есть закон. И самое прискорбное, что буквально недавно слушал передачу Крымско-Татарского радио, где один из деятелей местных, он оправдывает фактически притеснение наших представителей нашего народа. В нем, к сожалению, вернее, в нем есть и молодые, и люди даже старше меня по возрасту. Да? Он оправдывает действия против них, аргументируя вот такой как бы доступной, понятной для него железной логикой. Людей сажают не из-за того, что они готовят террористический акт, а за то, что они состоят или подозреваются в участии в организации, которая признана законом террористической. Железная логика вроде бы. Тогда я говорю, мысленно задаю ему вопрос. То есть вы хотите сказать, что его бабушки и дедушки были высланы не из-за того, что они были предателями, а из-за того, что были крымскими татарами. Потому что закон, который принял и оправдал высылку целого народа, он гласил: крымские татары – предатели. Значит, выселяли предателей. А значит, та девушка, моя, скажем, тетя, которая сегодня за 80 лет, на момент высылки ей было всего лишь 2 года. Значит, она не предатель. Ее выслали за то, что она крымская татарка. То есть мы это хотим сказать. То есть этот человек фактически подводит к мысли тому, что выселяет не крымских, вернее, сажает не крымских татар. И высылали в то время не предателей, а высылали именно крымских татар. А сегодня сажают из числа крымских татар террористов или тех, которые якобы состоят в этой организации. Но нонсенс. Поэтому продолжение той политики, да, оно как бы наглядно видно вот на сегодняшних примерах нашей сегодняшней реальности. Эти ярлыки врагов народа, предателей, террористов, экстремистов, они навешиваются по сей день, как вы сказали, на наш народ. И хотелось бы узнать ваше мнение, как нам жить с этими ярлыками, что мы должны делать и как должны вообще реагировать на такого рода различные, скажем так, клички, по-другому это не назвать, и ярлыки, которые навешиваются и продолжают это делать. Во-первых, те ярлыки, которые нам навесили, мы их должны воспринимать как действия существовавших в прошлом или существующих на сегодняшний день государств по очернению крымских татар, по выдавливанию нас из этой земли. Мы для себя должны уяснить, мы не должны занимать позицию постоянного оправдывания. То есть, раз мы себя считаем невиновными в этом, и обвинения в наш адрес, они надуманные, будь то обвинения в предательстве, в экстремистской либо террористической деятельности, да, в первую очередь народ должен уважать сам себя. Никто нас уважать не будет, пока мы сами себя уважать не научимся. Первое. Второе. Мы вернулись в Крым жить. И
многолетняя, длительная, ненасильственная борьба народа за возвращение в Крым, за проживание здесь. Да? Это борьба за восстановление нашего прежнего статуса в Крыму. Мы не являемся здесь каким-то вспомогательным элементом, если мы себя ощущаем именно теми, с кем крымские татары, вернее, с кем ассоциируется Крым по большому счету, а он ассоциируется именно с нашим народом, да? То в этом случае мы вернулись сюда и боремся, чтобы тот статус-кво, который мы потеряли когда-то, а в исторических рамках это было буквально недавно, да, то мы должны понимать, что да, будут те силы, которые будут выступать против этого статуса. И вот тот разговор, который мы начали некоторое время тому назад, да, насколько возможно, постарались мы это раскрыть, что это борьба не одного дня, и обвинения не сегодняшние и не вчерашние. Да. Поэтому первое, народ должен уважать себя. Второе, народ должен понять, что мы вернулись сюда, как те, которых привезли наши старики, наши родители. Они нас сюда привезли. Мы выросли под впечатлением их разговоров о том, что из себя представляет Крым. То поколение уже ушло практически в основе. Но с ней появилось новое поколение, новые, как говорится, старики. Те, которые родились там, но которые приехали сюда, чтобы здесь заложить те корни, которые постарались наши недруги вырубить. И разве если мы приехали сюда не просто кушать и обслуживать, да, а приехали, чтобы именно те корни, которые были когда-то обрезаны, опустить еще дальше, глубже, на зло тем, кто этого не хочет, то в этом случае мы никогда не должны находиться в позиции оправдания. Нам не за что оправдываться. Мы боремся за то, чтобы то, что у нас отняли, то положение, которое мы здесь занимали длительное время, чтобы это положение мы вернули. Я лично ни у кого ничего не прошу. У меня просто одна просьба. Не мешайте нам жить. Если кто-то здесь что-то делит, да, то мы к этому не причастны. Мы не хотим оказаться среди тех, когда, как говорится, два верблюда легают, то между ними оказывается, скажем, тот, который оказался там. Я не хочу, чтобы наш народ именно воспринимали так. В первую очередь, чтобы мы это не воспринимали себя так. Что мы между молотом и наковальней, и наше дело, как говорится, стукнул молот, и мы должны сломиться, принять другую форму. Либо наковальня ответила, и мы ответили наковальней, превратились, скажем, еще в какую-то другую форму приняли. Мы должны выйти из этого положения. Поэтому очень много зависит от того, как наш народ, как крымские татары, да, мы эту мысль укореним в себе. Пусть оправдываются те, которые, да, привели нас в это положение. Они должны оправдаться. Чоу Саунс, наша беседа, наша встреча подошла к концу. Хочу поблагодарить вас за столь познавательную, интересную беседу о тех фактах и событиях, которые были озвучены сегодня.